Эфир еще у нас хатырского телехопшца. Усура яцну цвет апсу телехопшра пресс-центр. Ой, минут корзиш яшу эфир от шхагу апсу телехопшра канала. Дел шабит хатырского с коллега цвет абу пам топшаны харах шахим хатыс. Ехепе пресс-конференция же ашукс айхшала кугацу хастара квартак гайту это жак политика забстахнет карат бейлак ахантаю Тимураз Кукоскер. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Сегодня промежуточные итоги работы Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике подведет Тимураз Валерьевич Кукоскер, председатель комитета. Мы сегодня поговорим о взаимодействии Госкомитета с районными, а также о предстоящих проектах, подведем итоги работы. Если вы мне позволите, первый вопрос задам я. Здравствуйте, Тимураз Валерьевич. Здравствуйте. Конечно же, принято подводить итоги в конце года, и тем не менее есть промежуточные итоги, результаты, о которых мы можем на сегодняшний день уже поговорить. Какие результаты вы могли бы выделить и рассказать о них сегодня? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать о том, что была налажена работа между районными комитетами с Государственным комитетом, да и в принципе районные комитеты между собой начали как минимум уже взаимодействовать, хотя бы за круглым столом. И изначально, то есть, когда только вот приступили к работе в Госкомитете, ровно год, в принципе, и прошел, как мы уже работаем, мы пытались наладить, то есть продумать какую-то систему взаимодействия, механизм взаимодействия между комитетами, потому что нужно как-то это все делать вместе. И зная проблемы именно в районах, и районные комитеты, конечно, обозначали свои проблемы, мы за круглым столом решали пути выхода из этих проблем. И самое главное, интересно, что учитывая, что бюджеты, конечно, так скажем, скудные у районных и городских комитетов, которые реализуют молодежную политику. Вот, мы попытались отдельные проекты, которые нам были предложены этими отделами, попытались включить в бюджет Государственного комитета по молодежной политике. Я считаю, что это определенные достижения, которыми можно уже, в принципе, которым можно уже радоваться. То есть эти плоды будем мы как бы ощущать уже в следующем году. Спасибо за ответ. Коллеги, есть вопросы? Расскажите, пожалуйста, о запланированных проектах, какие они и есть ли среди них ежегодные? Ну, хочется сказать, что у нас сейчас уже октябрь месяц, и год уже к концу близится. То есть, как таковых запланированных еще проектов во множественном числе, конечно же, нету. Есть еще новогодний проект, который связан с молодежью. У нас есть альтернатива провести два проекта. Из них нужно выбрать просто один, чтобы не дублировал один другой. Это будет новогодний проект. Я думаю, что это будет масштабный городской проект для того, чтобы привлечь не только молодежь, но еще и младшее поколение, более младшее поколение, чем молодежь от 14 до 35 у нас как бы вот. Ну, я думаю, что мы привлечем этим проектом новогодним и даже рождественским, наверное, если сказать будет правильнее, еще и детишек наших. Да, я думаю, и старики покатаются на катке с удовольствием. Замечательно. Коллеги, есть вопросы? Ну вот в этом году какими мероприятиями, проектами своими, можно сказать, вы гордитесь, что запомнилось, что удалось, что не удалось? Ну, слово «гордитесь» вряд ли подходит к данной ситуации, да и вообще, может быть, к моему характеру, скорее всего. Есть проекты, которые на самом деле, я считаю, что получились, удачно завершились, как, в принципе, и начинались хорошо. Это очень масштабный молодежный фестиваль, который прошел в городе Ачамчира, где присутствовала молодежь со всех районов и уголков Абхазии. В таком количестве в одном месте никогда еще не собиралась молодежь. И, в принципе, я считаю, что это удачный проект, и даст Бог, что мы в следующем году его, конечно же, будем опять воплощать в реальность. Естественно, хотелось бы еще отметить фестиваль кино, который проходил у нас в апреле месяце. Вот. И еще ряд проектов, которые были связаны с взаимодействием с Федеральным агентством по делам молодежи. Эти проекты проходили за пределами Абхазии. Мы туда направляли, опять же, молодежь со всех уголков. То есть, вот опять же, это
взаимодействие районных и городских комитетов, тут пошло на пользу. Мы отбирали не по принципу того, кто кого знает, именно здесь, исходя из города Сухум, но еще и привлекалась молодежь из районов, городов Абхазии. Тимураз Валерьевич, так или иначе, уже сложилась такая традиция, что более активная молодежь, она сосредоточена в городе, в основном в столице. Вы говорили о том, что есть взаимодействие с районами и так далее, но опять-таки, есть ли какие-нибудь проекты, которые направлены именно на сельскую молодежь? Как вы в своей работе эту вот часть молодежи привлекаете? Ну, я на самом деле бы не стал говорить, что именно в городе и вообще отделять сельскую от городской молодежи. Дело в том, что есть у нас Абхазский государственный университет. Почему так вот кажется, что в городе все, да, сконцентрирована та активная молодежь? Только потому, что вся активная молодежь учится в Абхазском государственном... Это студенты, студенты. не только же Да, студенты я говорю, являются мы же молодежью. про активную говорим, а они как раз и являются активными. Но есть еще и ребята, которые как раз сосредоточены в селах. Ну, для этого у нас в следующем году мы просто еще добавили ряд проектов, не все сразу. Вот это о том, что не получилось в этом году. Как раз не получилось полностью, в полной мере охватить, конечно, ту часть населения, которую называем молодежью. В следующем году у нас не один запланирован фестиваль молодежи, не один лагерь, а несколько. И они по направлениям все различные. То есть есть и образовательные лагеря, есть военно-патриотические лагеря и ряд проектов еще телевизионных. Кстати, хочу обрадовать Абхазский государственный телеканал с тем, что, думаю, в следующем году у нас еще будут несколько проектов направленных. Кстати, вот я про сельскую молодежь говорю. Не хочется просто заранее говорить, потому что не всегда все зависит от Государственного комитета, от Минфина, но еще зависит от ряда вообще от финансового положения республики. От того, в какой кризис мы попадем или как мы из него выйдем. Спасибо. Коллеги, вопросы есть? Тогда, если вы позволите, к сожалению, приходится констатировать факт, что зачастую молодежной политикой почему-то принято называть мероприятия, в которых участвует молодежь, и, в принципе, разные проекты, в которых молодежь может себя проявить. На самом деле это такой огромный ряд вопросов, которые входят в молодежную политику. Вот помимо каких-то таких вот проектов, в которых, опять-таки, активная молодежь может принять участие, о каких-то глобальных вещах мы можем говорить? Есть ли, может быть, какие-то планы для молодых семей, для молодых специалистов? Или ведется ли работа в этом направлении? Ведется. И насколько сложная ситуация? Ну, я начну сначала о том, что вообще это представление, да, в народе о том, что молодежная политика – это мероприятия, концерты и все прочее. Но и это и есть молодежная политика, потому что любые позитивные процессы, которые происходят в обществе, благоприятно влияют на всю молодежь. Это же, если говорить о молодежной политике в целом, это некая система мер различного характера, направленная на то, чтобы создать в государстве благоприятный климат для эффективной самореализации молодежи. Это есть, если говорить так вот философство, то это есть, в принципе, суть молодежной политики и комитета. У нас открывается сайт, мы в процессе доработки, где будет у нас реестр, вернее, всех специалистов, всех тех, кто закончил определенные вузы по определенным специальностям, независимо от того, это в Абхазии не заканчивали, или в Российской Федерации, или еще в дальнем зарубежье где-то. То есть так, чтобы у нас была некая база тех специалистов, которые готовы были бы работать на различных должностях или по различным специальностям. Я думаю, что это будет очень удобно для любого там рода предприятий, для государственных и для коммерческих. Если требуется какой-то специалист, они знают, что можно зайти на какой-то сайт госкомитета и подыскать в соответствии с тем, что кто закончил, где работал, то есть характеристика и вообще все о нем, некая биография. И те знания, где он получал, они просто будут делать свои выводы. Я думаю, что это в помощь, потому что иногда не понимаешь, где искать. А люди есть, молодежь у нас есть, которая закончила, которая профессионально владеет своими
своей специальностью. И когда есть некая определенная база, то я думаю, что это облегчит в поисках профессий. Вот. То, что касается молодых семей, это, опять же, конечно, очень финансово затратная часть. И пока, к сожалению, у нас нет таких возможностей. Кстати, в процессе разработки еще система выдачи грантов. То есть поддержка инициатив молодежи. Это тоже очень немаловажно, я бы сказал, даже очень важно, чем что-либо. Это поддержка инициатив молодежи. То есть львиную часть бюджета Федерального агентства по молодежной политике Российской Федерации как раз уделяется именно грантам. У нас такой предыдущим председателем была, кстати, система выдачи. Она была, я считаю, успешной. Есть несколько успешных проектов, которые до сих пор работают благодаря вот тем грантам и финансовой поддержке, которую они получили. Но потом был, конечно, финансово трудный год, и эти гранты отложили мы. Но я думаю, что постараемся возобновить. И это реально именно вот генеральная линия, я считаю, для Государственного комитета по молодежной политике именно в Абхазии. Это поддержка молодежных инициатив. Но для этого нужны средства, причем серьезные. Коллеги, есть вопросы? Каково отношение в Госкомитете к проведенному на днях форуму молодежи Абхазии, который был организован оппозиционными силами? Хотелось бы изначально сказать, что Госкомитет, во-первых, был не осведомлен о том, какие цели, какие задачи и кто входит в оргкомитет, кто собирает эту молодежь. То есть только потом, по факту, когда уже мы смотрели эти линии, когда уже собрался форум, мы уже понимали, о чем идет речь и какая молодежь там собралась. Свое отношение хочу выразить, что, в принципе, любое собрание молодежи под какую-то адекватную, здравую мысль, это хорошо. Другое дело, что я бы просто не стал бы каким-то образом применять молодежь как инструмент для политической борьбы и противопоставлять вообще молодежь друг другу. Вот. Ну, конечно, у молодых людей есть, у каждого есть свое мнение, и нужно уважать это мнение. И там неважно, кто за, кто против, главное, чтобы люди могли высказаться, но это проходило все в рамках норм. Спасибо. Коллеги, вопросы? Скажите, пожалуйста, вы как-то взаимодействуете со своими российскими коллегами? И если да, то как? Какие проекты совместные у вас есть? Ну, что хочу сказать, в рамках взаимодействия вообще Государственным комитетом и Федеральным агентством проведено очень много проектов. Вот. Но это взаимодействие началось с 2015 года. То есть до этого молодежь Абхазии и Российской Федерации взаимодействует на уровне общественных молодежных организаций. Только на уровне органов исполнительной власти мы начали взаимодействие с 2015 года, если мне память не изменяет. И после 2015 года, конечно, произошел очень серьезный толчок для развития наших взаимоотношений. И вот в этом году, я повторюсь, возвращаясь к первому ответу моему, несколько проектов, которые проходили в России, и проводил его ресурсный молодежный центр, который является подведомственным Федеральному агентству по делам молодежи. Это московские каникулы. Кстати, мы отправили огромную часть молодежи туда. Там обучающие программы. Молодежи было интересно. Еще ряд было проектов и ряд форумов, куда ездила наша молодежь, даже и творческого направления. В Крыму проходила Таврида, очень грандиозный масштабный форум, где участвовала тоже наша молодежь. И буквально через неделю к нам приезжает как раз Алексей Любцов, через которого мы взаимодействуем, в принципе. И мы наметим планы на следующий год. И после этого только мы сможем их озвучить. Тимураз Валерьевич, есть большое количество молодежи за пределами нашей республики. Это учащиеся в тех или иных вузах, и помимо этого и работающая молодежь. Есть ли какое-нибудь взаимодействие с ними? Вы поддерживаете связь с этой категорией молодежи? Мы поддерживаем связь, конечно и же. как это проходит? Если честно, пока не в должном уровне, в котором хотелось бы, пока еще это не проходит так, как должно, это на уровне диаспоры просто происходит. То есть не как вот именно Госкомитет взаимодействует с молодежью, которая находится за пределами Абхазии, а только эта молодежь
в рамках всей диаспоры. Пока вот только так мы взаимодействуем. Я думаю, что в будущем году мы как-то придумаем, да, форму, через которую мы смогли бы взаимодействовать. Вот у нас подписан меморандум, да, с Сирийской молодежной организацией. Мы должны продумать, обдумать, как мы будем взаимодействовать. То есть какие-то проекты должны быть направлены именно на сближение молодежи Абхазии с диаспорой, которая тоже является частью, в принципе, абхазского этноса. И я думаю, что это нужно в будущем только сближать наши связи. Это то, что касается диаспоры. А молодежь, которая здесь окончила школу, поступила там, я не знаю, в те или иные вузы Российской Федерации той же, есть с ними какая-нибудь связь? Ну, связь мы только налаживаем, я же говорю, просто именно создавая эту базу, мы, конечно же, будем с ними контактировать. Но пока прямого какого-то взаимодействия у нас нету, я же говорю. То есть пока нет. За 1 год, пока мы не наладили пути контактов с сближением молодежи и держать их в одном большом клубке для того, чтобы они между собой общались и по окончанию вуза возвращались все-таки сюда. Это очень важно, чтобы те знания, которые они получили, применялись именно здесь. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Давайте немного поговорим о прошедшем Дне Победы. В этот день именно комитетом был организован большой, концертом это не назовешь, было организовано большое театральное представление на стадионе «Динамо». Расскажите немного о нем, как проходила организация этого мероприятия, как много сил и времени было на все это потрачено, каков результат, вы достигли своей цели, или же были моменты, которые, конечно, хотелось бы опять-таки доработать и что-то изменить во всем этом? Ну, начну с конца. Всегда есть моменты, которые хотелось бы доработать, и это просто от этого никуда не денешься, всегда. То, что касается организации, опять же, вот здесь уже к нам в помощь это пришла молодежь. То есть у нас был волонтерский центр, который был тоже активно задействован в организации мероприятия. Абхазский государственный университет, хочу поблагодарить руководство, которое тоже активно участвовало в организации, и более того, еще и в самом театральном представлении молодежь приняла участие, именно молодежь, учащиеся в Абхазском государственном университете, были актерами, так скажем, частью этого одного целого. И хочу поблагодарить лично Олегу Алексеевича и Медею Николаевну за такую поддержку. И волонтерский центр, который мы открыли в начале этого года, тоже принимал активное участие в организации. То, что касается самого мероприятия, каковы результаты, каковы итоги, я думаю, что здесь уже не хотелось бы мне давать оценку, а хотелось бы просто, смотря на реакцию людей, понимать, насколько это получилось или насколько это не получилось просто. Но я просто ориентировался по нескольким мне близким ветеранам, которые пришли и смотрели. Конечно же, меня тронула их эмоция. Они прям разложили именно те моменты, да, отправные точки, которые вот зацепили их. Это приход добровольцев, который был прописан, фотографии ушедших ребят, которые объединялись. Владислав Григорьевич одну большую фотографию, это было очень символично. Это в смысле не моя оценка, это я имею в виду то, о чем они говорили. И когда видишь оценку именно ветеранов, именно тех участников, которые принимали активное участие в боевых действиях, и то, когда они говорят нечто положительное об этом мероприятии, понимаешь, что в принципе идея, задумка, которая была, она получилась. А на сколько процентов это уже не хотелось бы творчество уже превращать в некие математические, статистические данные, там, проценты и все прочее. Получилось, значит получилось. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? В каждой сфере есть те или иные сложности, проблемы и, соответственно, в противовес определенные успехи. Вот если говорить о молодежной политике в нашей стране, какие самые большие или самые важные проблемы вы могли бы выделить? Эти проблемы на поверхности, на самом деле, тут даже мы настолько часто о них говорим, что
они уже как бы мы остро перестали звучать остро. Это проблема наркомании и проблема дорожно-транспортных происшествий, которые просто, я не знаю, так часто это все происходит, и никого это не останавливает. Просто хочется сказать, остановитесь, прекратите уже просто умирать на дорогах, потому что по-другому это не назовешь. Никто не учится на другом опыте или на своем даже. Просто ездить так, чтобы не думать. Инстинкт самосохранения как будто притуплен у человека, и это больше всего, конечно же, удивляет. И тут, говоря о том, что должен сделать Госкомитет или о той же наркомании, если говорить, проблема в том, что эту проблему не решить одному Госкомитету, и это уже говорилось неоднократно. То есть это все вместе, и семья должна прежде всего очень сильно работать со своими детьми. Вот. И плюс еще есть у нас Министерство внутренних дел, Министерство образования, Министерство здравоохранения, только взявшись вместе, опять же, при тесном взаимодействии каких-то именно ведомств и плюс еще семьи, то мы можем что-то как-то найти пути решения, но тут такое ощущение, что что-то в сознании внутри переключилось просто у людей, а залезть в сознание Госкомитет, к сожалению, одно ведомство не может. Есть понимание того, что опасность, а эта опасность, такое ощущение, что у молодежи отсутствует ввиду каких-то определенных причин. Вы сказали о том, что тут есть ведомства, которые должны взаимодействовать, вместе проводить совместную работу и так далее. Ведутся ли какие-нибудь работы, какие-то шаги в этом направлении? Ведутся из госавтоинспекции у нас есть определенные планы, и вообще несколько проектов, кстати, мы реализовали. Буквально скоро выйдут у нас проекты, это ролики, связанные с тем, чтобы мы каким-то образом могли донести до молодежи, что все-таки нужно как-то беречь себя. И мы будем снимать несколько именно социальных роликов, связанных с этой проблемой. Я не знаю, насколько, конечно, это все будет действенно, но сидеть сложа в руки тоже просто не хочется. В любом случае, что нужно что-то делать каким-то образом, всеми путями донести до молодежи, что хорошо, что плохо, какая дорога правильная, какая нет. Конечно же, все стоит, весь выбор стоит за самим молодым человеком. Он должен воспитываться, опять же, я же говорю, в нормальной атмосфере. Почему некоторые становятся наркоманами? Объяснять им, что наркотики это плохо, я думаю, что это излишне. Каждый молодой человек, и все знают, что наркотики это плохо. А некоторые идут по этому пути только потому, что нет альтернативы. Он видит безвыходность. Поэтому в начале года мы просто посидели, выработали для себя какую-то маленькую концепцию. Это дать альтернативу. Для чего делался кинофестиваль? Каким-то образом просто отвлечь. Это, конечно же, это одно мероприятие. Опять же говорю, не может только Госкомитет. То есть такие мероприятия, такую работу должны проводить несколько ведомств, несколько фондов, несколько общественных молодежных организаций. То есть это должна быть крупномасштабная какая-то работа, которая ведется везде, по всей Абхазии. Иначе мы никогда не найдем. Одни акции и социальные ролики из этой проблемы не найдут решения. Просто никаким образом. Я в этом убежден. Мы должны все вместе сплотиться и продумать, как мы можем взаимодействовать, как мы можем влиять на сознание молодежи. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Если нет вопросов, мы завершим на этом нашу сегодняшнюю пресс-конференцию. Спасибо вам большое за ответы. Спасибо вам, коллеги, за вопросы. Хатырского телехопшсан обряла их опять пресс-конференция Харбшопитаву, пихапопшу зиге, я его хайкшарганза. Абзирас.